Доброе утро, друзья. У нас погода минус 52-53. Ну что, кто со мной на рыбалку? Без палатки. Друзья мои, всем привет! Всех приветствую, кто будет смотреть этот ролик. Хотел показать нашу природу в Якутии, на речке. Вы посмотрите, куда идти? Все белым-бело, только мои следы видно. А? Где? Что схватить? Это страшный сон просто. Я заблудился. Представляете? Белым-бело все. Вот так вот. Только мои следы меня приведут обратно домой. Если нету пурги, ветра, чтобы их не замело. И еще светло. А если потемнеет, еще будет метель, то без ориентира, гирокомпаса в голове будет очень трудно ориентироваться. Так что собака очень помогает в этих обстоятельствах. Ну вот мы и пришли. Вот они стоят, мои красавицы. Будем проверять. Надеюсь, что кто-нибудь досидит. Воздух настолько, видите, какой холодный. Вот такой вот воздух. Прикольно, да? Ну что, пробиваемся. Вот при такой температуре за минус 50 хорошо проморозило. Хотя я и шапку делал, но видите, лед какой толщины уже. Ну что, добились мы наконец-то до воды. Сейчас нужно края подсекать. Так, ну что, друзья, проверяем. А вдруг у нас здесь есть... О, друзья, есть, стой. Есть, друзья, есть молодой, но есть. Ну что, поздравьте с первым уловом. Хорошо не глотнул до конца он. Опа, но молодой. Был бы поменьше, я бы, конечно, отпустил, но это, я думаю, нормально. Ну вот, дорогие друзья, первый налимчик мой. Опять же на реке Алдан. А? Красава. Ну что же. Хорошо он крючок не глотнул, а то обычно у них такая привычка есть. Глотать прям. Потом не достанешь. О, вот она, радость рыбака, несмотря на морозы. Так, ну все, друзья, я его оглушил. Снимать я этого не стал.
Так, друзья, отбил я вторую тычку. Ну что, смотрим. Нет, чисто. И гальяна нету. Ерша. Съел он его. Но ничего. Так, друзья, настроил я глубину. В общем, решил, почему бы сразу бы и здесь не порыбачить. Не попробовать, по крайней мере. Да? Раз налим ходит, значит и ёршик должен здесь ловиться. Так что я сейчас решу прямо здесь и попробовать наловить живцов. Вот. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Давайте попробуем, по крайней мере, как оно будет. Посмотрим на это дело. Так, друзья, ну на этом пока все. Так что до новых встреч. Сегодня такой вот скромный улов. Но поймаем больше живцов на этой неделе. Побольше тычек зарядим. И надеюсь, и улов будет соответственно больше. Ну все, до новых встреч. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Якутянин. Собираюсь поставить тычки на налима. Вот, поймал я вчера-позавчера живцов. Но чтобы поставить, нужно подготовиться. Буду использовать вот такие вот крючки. Вот. Прошу прощения. Приболел немножко, насморк. Ну, скорее всего, поставлю 2 таких. И один живец будет вот на этом крючке побольше. И мы с вами посмотрим, на какие поймаются. Так, буду готовить. Так, есть у меня леска 0,35. Максимальный вес, который она удерживает, 14 килограмм, 400 грамм. Вот. Будем подготавливать. Освобождаем крючок от старой лески. Я приехал с города. Вот. Я приехал себе в деревню. Приехал я с города, приехал в свой поселок. Вот. И мне очень интересно здесь порыбачить. Так что я готовлюсь. Так, примерно у меня леска будет сантиметров, ну я не знаю, 40, может 50. Подготовлю с запасом. Все зависит от того, на что вы ее будете наматывать, на что вы ее будете крепить. Ну, такой вот способ, очень простой, но может быть просто кто-то не знал. Просовываем леску. Вот. Здесь ее прижимаем к крючку. И вот этой вот частью лески мы ее просто закручиваем петлями здесь аккуратно. Плотнее друг к другу. Я надеюсь, вам видно. Все. Я не знаю, витков 10 можно. Все. Этого достаточно. Вторым концом мы продеваем через ушко крючка. Вот сюда. Раз. То есть вот этот, который у нас остался, сюда продеваем и как бы стягиваем. Все. Крючок намертво к леске затянут. Видите? Вот, пожалуйста. Здесь, который остается хвостик, мы его аккуратненько отрезаем. Все.
Ну и вот так вот мы делаем. Остальные крючки будут также готовиться. Ну что, идем на речку.